Безопасность превыше всего. Олег Беламинцев провел заседание Совета по предстоящим выборам президента страны. Делились последним куском хлеба, друг другу помогали и выдержали блокаду. 871 день мужества и стойкости. Сегодня 75-я годовщина прорыва блокады Ленинграда. Платим добросовестно. В Ингушетии выросли показатели по сбору платежей за коммунальные услуги. Выплата будет производиться в течение 1,5 лет, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Поддержка молодых семей. В региональном пенсионном фонде прошла пресс-конференция по вопросам нового закона. Мы смогли выявить много нарушений, много проблем, и уже в соответствии с поручением правительства будем устранять. Замечания незначительные. Расскажем об итогах инспекционной поездки по МАГАСу, исполняющей обязанности вице-премьера правительства. На канале Ингушетия новости 24. Добрый вечер. По-настоящему историческая дата. Сегодня день прорыва блокады Ленинграда. В годы Великой Отечественной войны с тех пор минуло 75 лет. Оборона города на Неве длилась ровно 871 день. Это было время боли и страданий, мужества и самоотверженности. Прорыв блокады вселил в советский народ уверенность в победе, открыл путь к полному освобождению города, за который боролись десятки тысяч человек, в числе которых были и наши земляки. Это была общая победа. Репортаж Залины Магушковой. По изначальному плану Гитлера Ленинград должны были стереть с лица земли. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. По всем расчетам немецкого командования, население города должно было умереть от холода и голода. Блокада Ленинграда длилась 900 дней и стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Начавшийся голод, усугубленный бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, унес сотни тысяч жизней жителей. Но ленинградцы продолжали трудиться, а в это время советские войска не прекращали попыток прорвать окружение. Боролись за Ленинград и ингуши, в том числе офицер Руслан Гудантов, защищавший дорогу жизни, лежавшую через Ладогу. Во время всей этой блокады эта земля снабжалась, эти люди снабжались продовольствием, армия боеприпасами, и оттуда по этой дороге вывозили раненых и больных, вывозили детей на Большую землю. И вот там танкист, командир роты танкистов Гудантов погиб, защищая эту землю, создавая этот плацдарм. Медалью за оборону Ленинграда удостоен Ильяс Дидигов. Когда началась война, старший сержант находился на военной службе в Ленинградском военном округе. Оттуда в августе 41-го он ушел воевать в качестве заместителя командира 245-го стрелкового полка. Около 3 месяцев Ильяс Сатоевич сражался с врагами в районе Выборга. Выборг несколько раз переходил из рук в руки. Ильяс очень мужественно оборонялся. На подступах к городу Выборг его полк попал в плотное кольцо немецкой армии. По несколько человек солдаты пробирались через болото к своим, то и дело вступая в бой с немецкими оккупантами. 20 августа им все-таки удалось вырваться из окружения, потеряв при этом половину сил. Добравшись до Ленинграда, полк доукомплектовали и сразу бросили в бой. В одном из сражений 3 сентября 1942 года Ильяс был серьезно ранен. Очнувшись 3 суток, он полз в сторону Ленинграда, к своим. После ранения стал инвалидом и не смог вернуться на фронт. Слышит русский голос, открывает глаза и видит, что он у своих в госпитале. Уже была
пошла гангрена. Участвуя в сражениях под Ленинградом, пропал без вести Султан Базиев. В 1939 году его призвали в ряды Красной армии. Участвовал в Советско-финской войне. По ее окончании продолжал армейскую службу в должности шофера и уже в 1941 году участвовал в сражениях под Ленинградом. В Ленинграде последний день письмо Северо-Западный фронт. Табу учхан Финляндии том можно сигар Ленинград химии. Табу учхан сиг давигяус тем табу дышан. Призыв сигар сиг абхаус. В боях у блокадного Ленинграда проявил самые лучшие качества настоящего воина и Ахмед Плиев. Служил старшиной в 180-м артиллерийском полку. Все его награды, а также письма с фронта родственники Ахмеда передали в школьный музей. И теперь во второй Плиевской школе есть уголок имени ветерана-героя. В тяжелых днях, когда как там люди переживали голод, голодали, но не сдавались, делились последним куском хлеба, друг другу помогали и выдержали блокаду, выстояли, но не сдались. Вечером 27 января 1942 года по советскому радио был передан текст приказа войскам Ленинградского фронта с сообщением о полном снятии блокады. В память о героях на Пискаревском мемориальном кладбище открыта памятная плита воинам-ингушам, участвовавших в освобождении Ленинграда. Залина Могушкова, Новости 24. Президент России Владимир Путин принял участие в траурных мероприятиях, посвященных 75-летию прорыва блокады Ленинграда. В ходе поездки он посетил военно-исторический комплекс «Невский пятачок» и осмотрел экспозицию музея «Панорамы. Прорыв», где представлена картина драматических событий второго дня операции «Искра». Экспозиция музея состоит из двух залов. В первом вводном зале посетители могут узнать об истории битвы за Ленинград и поисковой деятельности в регионе. Помещение оснащено не только современным мультимедийным оборудованием, но и классическими музейными материалами. В витринах размещены экспонаты, найденные поисковыми отрядами. Отдельное внимание на выставке уделено участникам событий. В воссоздаваемой сцене боя задействовано более 30 фигур бойцов, и создатели панорамы стремились придать их лицам портретное сходство с их прототипами, используя фотографии. В Пятигорске состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в СКФО, где рассмотрели вопросы, связанные с обеспечением безопасности в период подготовки и проведения в этом году выборов президента России и ходом выполнения комплексного плана реализации стратегии национальной безопасности в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах СКФО. Полпред президента в СКФО Олег Белавинцев отметил, что работа по обеспечению и совершенствованию вопросов безопасности граждан в округе является приоритетной. Наряду с успехами в этой сфере еще остаются проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего поступательного движения и в первую очередь для минимизации угроз безопасности в преддверии значимых событий этого года. Приоритетной задачей силового блока Республики Ингушетия, в том числе регионального управления Росгвардии, на ближайшее время является обеспечение безопасности граждан при проведении выборов президента России. Это отметили в ходе встречи глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и первый заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии, главнокомандующий войсками Нацгвардии Российской Федерации Сергей Меликов, который сегодня прибыл в республику с рабочим визитом. По словам Сергея Меликова, сегодня есть деструктивные силы не только в России, но и за рубежом, которые хотят повлиять на это масштабное политическое мероприятие. В то же время Сергей Меликов выразил уверенность, что выборы президента России в Ингушетии пройдут на должном уровне. В ходе протокольной встречи стороны также обсудили вопросы деятельности управления Росгвардии по Ингушетии. По словам главы республики, структура, которая сегодня дислоцирована на территории республики, не вызывает никаких нареканий. Это такой форум, на который сегодня могут и хотят повлиять деструктивные силы не только в стране, но и за рубежом. И, безусловно, мы должны к этому важному для всей России мероприятию подойти во всеоружие с тем, чтобы обеспечить
реализацию конституционных прав каждым гражданином Российской Федерации, в том числе здесь, на территории Ингушетии. По той информации, которую мы с вами ежегодно получаем и мониторим, это прошлый год проведения выборов в Государственную Думу, проведения выборов в другие структуры нашего государства, достаточно благополучно складывается ситуация на территории Ингушетии. Люди научились жить и реализовывать права так, как им предоставляет наша Конституция. И я думаю, что у нас совместными усилиями получится предоставить им эту возможность 18 марта. Второе, Юнусбек Гунгерович, это то, что мы на сегодняшний день продолжаем реализовывать план строительства войск Национальной гвардии. И за те подходы, которые вы определили в плане создания территориального управления и в плане развития нашей структуры на территории Республики Ингушетия, Виктор Васильевич тоже просил вам передать слова благодарности. Это и завершение строительства новой базы для ОМОНа, и те подходы, которые мы сегодня видим с вашей стороны с точки зрения укрепления кадровой составляющей нашего территориального управления. И, безусловно, мы в этом году будем продолжать все решать вопросы строительства и развития, безусловно, с участием главы республики и при полной нашей поддержке ваших действий. Спасибо. Ну и, конечно, хочется надеяться, что наше взаимодействие будет в дальнейшем укрепляться. В рамках нашей встречи в целом та структура, которая сегодня в республике дислоцирована, работает на самом высоком должном уровне. Все руководители на местах, у нас никаких ни претензий, ни замечаний, ни вопросов в негативном плане к ним нет. Наоборот, тесное взаимодействие, работа и понимание той обстановки, которая сегодня есть в республике. Поэтому вам за такой слаженный коллектив огромное спасибо. Ну и, конечно, для нас очень важно, что это новые дополнительные рабочие места, для молодежи особенно. Ну и еще есть одна просьба, пользуясь случаем. Я думаю, что вы поддержите эту инициативу тоже, с учетом того, что создана новая структура. Она с каждым днем набирает обороты и становится все мощнее и более ответственные задачи будут возлагаться. Нам бы хотелось все-таки увеличить кадровый состав для поступления в высшее учебное заведение по вашему профилю. И призыв по контракту, не только здесь в республике, но за пределы республики тоже призыв по контракту. Если эта возможность будет, мы бы подбирали бы людей, отвечали бы за этих людей. Ну и для молодежи такие хорошие рабочие места, и служба в армии, это было бы такой полезной для них тема. Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, сегодня впервые посетивший Ингушетию в новой должности, отметил достижения соседской республики в области развития аграрно-промышленного комплекса и выразил заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым. Глава Ингушетии поприветствовал своего коллегу и выразил желание оказать поддержку в вопросах сотрудничества. По словам Владимира Васильева, даже такая короткая возможность посмотреть столицу и часть республики вызывает уважение. Он отметил, что искренне рад переменам, которые увидел сегодня. Кроме того, он поблагодарил Юнусбека Евкурова за предложение помощи. Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан отметил, что при сложении наших возможностей появятся не только дополнительные силы и средства для решения проблем в интересах республик, наших жителей, но и для решения проблем всех регионов России в целом. Рад приветствовать. Я искренне поздравляю и выражаю свою искреннюю поддержку с тем, что вы назначены на исполняющий на столь ответственный пост. И я уверен, в дальнейшем вы улучшите ситуацию, совершенствуете то, что уже сделано до вас. И, конечно, консолидируйте общество республики. И вопрос связано-социальный, составляющая экономика, это основные требования президента страны к нам, ко всем руководителям. И, конечно, с вашим опытом, знаниями и в хорошем смысле слова связями, хорошими рабочими, значит, задачи легче будет выполнять. А мы со своей стороны всегда и окажем помощь, поддержку, поделимся опытом. У нас тоже в этом деле есть опыт, и будем учиться у вас. Вам спасибо. Мы из-за того, как очень тесно взаимодействовали, у вас было всегда доброе отношение к нам, к Республике Ингушетия. И было хорошее взаимодействие с депутатским корпусом. Вам огромное спасибо за
это, мы это всегда будем помнить. Вот даже короткая сейчас возможность посмотреть на столицу, часть республики, вызывает уважение. И вы правы, я давно не был, очень хорошие перемены, искренне видно, что ваши предшественники, вы сделали многое. Я этому искренне очень рад. И еще я вижу здесь, конечно же, и президент внимание уделяет, Владимир Владимирович Путин, Россия помогает, что для нас сейчас тоже очень актуально. И поэтому ваше предложение как никогда кстати. И поучиться, и посмотреть, всегда полезно. Поэтому будем пользоваться этим предложением. Со своей стороны тоже готовы и были бы рады развивать сотрудничество, искать решения. У нас, я думаю, при сложении наших возможностей появятся не только дополнительные силы и средства для решения проблем в интересах наших республик, наших жителей, но и в решении всего региона проблем, и России, наверное, в целом. В Ингушетии выросли показатели по сбору платежей за коммунальные услуги, в частности за электроэнергию и водоснабжение. Однако общий уровень собираемости на данный момент все же недостаточен. Ситуацию с оплатой в регионе коммунальных услуг обсудили на совещании под руководством главы республики Юнусбека Евкурова. Эта проблема в регионе стоит достаточно остро. Как доложил руководитель филиала МРСК Северного Кавказа Ингушэнерго Султан Тичоев, уровень оплаты потребителями электроэнергии в республике повысился в 2017 году. Информация о задолженности рассылается потребителям с помощью СМС-сообщений. Для этого существует телефонная база абонентов физических лиц. Для удобства жителей во всех населенных пунктах республики сегодня размещены специальные платежные терминалы. Увеличено количество контролеров в терминальных абонентских участках для своевременного снятия показаний газовых счетчиков. Не забывайте, что наша общая задача выйти на 100% уровень, подчеркнул Юнусбек Евкуров по итогам встречи. Минтруд России вынес на публичное обсуждение законопроект, в соответствии с которым ежемесячные выплаты за рождение детей не будут облагаться налогами. Напомню, президент России 29 декабря подписал закон о введении ежемесячных выплат за рождение или усыновление после 1 января 2018 года первого и второго ребенка, не достигших 1,5 лет. В Минтруде отмечают, что эти выплаты введены в качестве дополнительных мер господдержки малоимущим семьям и относятся к категории выплат сельского характера. В соответствии с этим предлагается дополнить статью 217 Налогового кодекса положением, которое предусматривает освобождение таких выплат от налогообложения. На тему ежемесячных выплат молодым матерям сегодня в региональном пенсионном фонде состоялась пресс-конференция, где обсудили условия и необходимый перечень документов для получения выплат. На вопросы журналистов отвечала заместитель управляющего региональным отделением пенсионного фонда Зина Зурабова. Все подробности в материале Мадины Пугоевой. Пенсионный фонд России начал прием заявлений от молодых мам на получение ежемесячных выплат. Право на такую господдержку имеет семьи, чей общий доход не превышает 41 тысячу рублей. Для семей из 4 человек эта сумма равна 55 тысячам. При этом заявление о назначении выплат можно подать в любое время в течение 1,5 лет со дня рождения ребенка. Для этого достаточно обратиться либо в пенсионный фонд, либо в МФЦ по месту жительства. Если женщина обращается за выплаты ежемесячных денежных выплат до истечения 6 месяцев, со дня рождения ребенка, то с момента рождения ребенка она эту выплату получает. Если по истечении 6 месяцев, то со дня поступления заявления. Если раньше материнский капитал можно было направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование будущей пенсии мамы и оплату товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, то благодаря инициативе Владимира Путина за счет мат-капитала отныне могут производиться и денежные выплаты на рождение второго ребенка. На сегодняшний день размер материнского семейного капитала составляет 453 026 рублей. То есть, если женщина обратится к нам с заявлением, она ежемесячно из этой суммы будет получать 9241 рубль. Выплата будет производиться в течение 1,5 лет, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Ежемесячная выплата будет осуществляться в течение года. По истечении этого срока необходимо повторно подать заявление. При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения пособий будут учитываться
все средства – зарплата, премии, пенсии, другие пособия, стипендии, госкомпенсации и так далее. Перечень документов, необходимых для назначения выплат, будет указан в специальных листовках, которые Пенсионный фонд планирует распространить по всей республике. Вот эти памятки, которые нами разработаны, уже размещены, как я уже сказала, в МФЦ, куда очень много людей обращается. Сегодня подготовлен материал для родильных учреждений, уже есть договоренность с Минздравом, что эти материалы будут размещены. Не скажу, что в родильных учреждениях, но вот есть женские консультации, куда приходят мамочки, да, а вот туда мы уже планируем, уже подготовлены материалы, также эти материалы будут переданы в ЗАГС. Вот при получении свидетельства о рождении одновременно наша женщина получит памятку. Семьи, в которых с января 2018-го родится второй ребенок, также могут направить материнский капитал на дошкольное образование старшего ребенка, не дожидаясь при этом трехлетия младшего. Также за счет этих средств можно будет оплатить и дополнительные занятия, спортивные секции, уроки в художественных школах и развивающие кружки для ребенка. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня для православных важная дата – Крещенский сочельник. Это один из 12 главных христианских праздников года. Традиционно в ночь на крещение православные окунаются в специальную прорубь на реке, так называемую Иордань. А в преддверии праздника в Крещенский сочельник соблюдается строгий однодневный пост. В храмах совершается чин освящения воды – водосвятие. Крещенскую воду верующие считают святой и пьют ее с молитвой для прибавления духовных сил и здоровья. Окропляют свои дома, чтобы был в них порядок и покой. Существует поверье, что она охраняет свою свежесть в течение всего года. Исполняющая обязанности вице-премьера правительства Ингушетии Мака Аушева проверила ряд объектов, функционирующих и готовящихся к сдаче в столице. Это учреждения спорта и культуры, необходимые для организации досуга молодежи. Об итогах инспекционной поездки расскажет Лейла Гайсанова. Новая ледовая арена Бешлам – первый пункт инспекции. Хоккейная академия Фетисова – результат 20-го Петербургского экономического форума. Там и было достигнуто соглашение между Ингушетией и компанией «Роснефть» о строительстве объекта. Его начали возводить в 2016-м. Все необходимые работы уже завершены. Электричество, вентиляция и отопление уже проведено. Залили каток, нанесли специальную разметку для игрового поля. Установили заграждение. Само поле прекрасная, и система водоочищения очень хорошая стоит. От этого зависит и лед, качество льда, потому что весь мусор, песок, все очищается, и лед уже сам зеркальный. И качество везде, в раздевалках я смотрел, и тренажерные залы, и все соответствует стандартам. Арена очень скоро будет принимать команды хоккеистов и болельщиков. Для строительства используют только высококачественные конструкции, но небольшие недочеты все же есть. Например, трибуны для зрителей слишком узкие, их необходимо переделать, замечает Мака Аушева. Кстати, зал этот здесь не единственный. Этажом выше оснащенный зал бокса, где есть вся необходимая комплектация для спортсменов. Силовые тренажеры, груши, беговая дорожка и профессиональный ринг. Да, внутренне почти 90% всей работы сделали. Политическую партию полностью. В Магасе также строят еще один бассейн. Объект передан в ведение Ингушского госуниверситета. Его строительство также не остается без внимания исполняющего обязанности зампреда правительства. Спрос, а в данном случае это количество желающих заниматься водными видами спорта, рождает предложение – возведение современного спорткомплекса. Строительство бассейна доверили опытным специалистам. В двухэтажном здании помимо бассейна планируют открыть еще и фитнес-клуб. Сдать объект планируется в марте. Через 10 дней вот эта чаща будет у нас закончен. Так что бассейн у нас будет готов. Остальную работу в течение 2 месяцев подрядчики обязуются закончить. Мы где-то планируем сдать этот объект где-то в апреле месяце. Еще одна гордость столицы, которую сегодня не оставили без внимания – Центр культурного развития. Объект тоже из числа новых. Построен по личной инициативе президента страны. Это отличное место для проведения досуга, и его сотрудники периодически придумывают что-то новое для своих учеников и посетителей. В центре установили колесо дружбы, где указаны все республики СКФО и одна позиция для спонсора. И если прокрутить и выпадает эта позиция, то вы обязаны стать спонсором центра. Посетила комиссия и культурно-технический центр, на базе которого созданы и функционируют классы фортепиано, вокала, студия звукозаписи, хореографическая студия и не только. Концерты в живом исполнении здесь не редкость. Свои достижения продемонстрировали и сегодня.
нас существуют и звукорежиссерские курсы. Да, мы приглашаем людей, пытаемся как-то в этой области уровень поднять. Плюс видеостудия. Мы сами монтируем, сами все это делаем. Вот таким образом мы пытаемся, конечно, поднять в этой области уровень культуры. Такие инспекции проводятся регулярно, чтобы выяснить, насколько качественно проводят строительные работы на объектах и какие сложности возникают у тех, что уже функционирует. Сегодня у нас по плану стоит город Магас. Мы проверили строящиеся объекты, подведомственные организации. На мой взгляд, сегодняшняя поездка получилась плодотворной. Мы смогли выявить много нарушений, много проблем. И уже в соответствии с поручением правительства будем устранять. Все недочеты и замечания исполняющая обязанности зампреда правительства зафиксировала и озвучила их уже на совещании по вопросу развития культуры, спорта, туризма, национальной и молодежной политики региона. Все вопросы должны быть решены в кратчайшее время. Лейла Гайсанова, Рахман Цуров, Новости 24. Более 170 миллионов рублей получит Ингушетия в этом году на строительство 8 домов культуры в разных населенных пунктах. Эта сумма, предусмотренная Минкультом России на поддержку отрасли культуры в регионе, в разы превышает объем субсидий другим субъектам и является самой большой региональной субсидией федерального ведомства в этом году. Напомню, в прошлом году в регионе были построены и сданы 8 домов культуры. Одним из ключевых условий выделения федеральной субсидии, которые гарантирует республика, это софинансирование из регионального бюджета и обеспечение качества строительства всех объектов. Как начать свое дело? Стоит ли браться за то, что непопулярно на рынке? У начинающих предпринимателей всегда много вопросов и сомнений. Чтобы запустить эффективный обмен опытом в Ингушетии, проводят экономические конференции, одна из которых прошла накануне. Участник форума предприниматель Магомед Беков поделился секретами успеха с нашим корреспондентом Заремой Евлоевой. Предприниматель – это человек, который имеет идею, знает, что она актуальна, и вот в это время находит ресурсы для того, чтобы свою идею реализовать. Идея, ресурсы и желание – главные составляющие, которые необходимы, чтобы начать свое дело, уверен Магомед Беков. Молодой человек в свои 28 сумел запустить бизнес, который успешно развивается. 3 года назад на ингушском рынке появилось новое такси, работающее в автоматизированном режиме, что делает сервис в разы удобнее, а значит востребованнее. Проблема сегодня в республике стоит такая, что у нас нет полноценной онлайн-карты. Поэтому нам пришлось сформировать свою карту. И вот мы сейчас заходим сюда и видим, что вот у нас отмеченных около 4500 адресов. То есть любой из этих адресов, если клиент звонит, водитель получает точный маршрут в свой смартфон и подъезжает буквально метр к метру. Как итог успешного бизнес-плана можно считать не только прибыль самого владельца, но и создание в регионе рабочих мест. Сегодня в этом таксопарке работают 3500 водителей. Это не считая основного штата. В офисе трудятся 28 человек. Маркетологи, диспетчеры, администраторы. Чтобы стать успешным, не нужно ждать помощи, а действовать самому, считает молодой предприниматель. Если говорить конкретно о предпринимательстве как средстве заработка, то, наверное, это где-то 2-3 курс университета, когда мы видели вокруг себя, обучаясь в Санкт-Петербургском экономическом университете, молодых людей, зарабатывавших, и мы решили повторить их успех и пытаться тоже заработать. На этой неделе в Магасе прошла республиканская экономическая конференция. За одним столом встретились представители госслужб, успешные и начинающие бизнесмены, а также студенты. Участники конференции не просто обсудили проблемы экономики региона, а главное – обменялись опытом. Мы, посещая конференцию экономическую, которая недавно прошла в Магасе, каких-то конкретных задач не ставили. То есть мы хотели рассказать о своем опыте и вообще почувствовать реакцию со стороны представителей власти, со стороны других бизнес-сообществ, и пытаться на такой дискуссионной площадке выработать какие-то общие концепции, идеи, обсудить наболевшие вопросы. Подобные экономические конференции, по мнению предпринимателя, помогают наладить связи между людьми, занятыми одним делом. Дискуссионные площадки обещают стать систематическими. Успешные люди готовы делиться опытом и знаниями. Главное – определить для себя дело жизни. Зарема Евлоева, Адам Далаков, Новости 24.
Первенство республики по боксу среди юношей завершилось. Судьи огласили имена победителей. Турнир посвятили памяти мастера спорта СССР Исыдза Урова. Отбор лучших боксеров проходил в Фоке Кантышева несколько дней. Право за звание лучших в своих весовых категориях отстаивали спортсмены со всей республики. Победителей наградили дипломами и медалями. А уже 5 февраля во Владикавказе состоится отборочный турнир, победители которого поедут на чемпионат России по боксу. Последние годы наши тренера движутся в нужном направлении, то есть готовят спортсменов. И спортсмены, в свою очередь, тоже показывают хороший, классный бокс. Я думаю, сейчас этот отбор, он пошел многим на пользу, даже те, которые немного проиграли или какое-то у них такое ощущение, что их где-то там засудили. Кажется, в равном бою один должен выиграть в любом случае. Если даже у кого-то есть такие ощущения, я думаю, в следующий раз, на следующее соревнование, они будут готовиться так, чтобы не было больше никаких сомнений. Условия все лучше, нужно лишь желание заниматься спортом. Именно помещения для занятий до недавнего времени не хватало воспитанникам Карабулакской школы бокса. Юнузбек Евкуров распорядился выделить для них спортзал в одной из местных школ. Здесь будут заниматься как новички, так и профессионалы. Ну а воспитывать спортсменов будет известный тренер Башир Евлоев. Новую школу бокса оценил Тамерлан Хамхоев. Сказав, что в Ингушетии всегда были талантливые боксеры, никого не удивишь. Ахмед Катиев, Ислам Тимурзиев, Рахим Черкиев, Иса Чиниев. Эти имена зазвучали на весь мир. Пойти по стопам своих прославленных земляков планируют подрастающие спортсмены. Другое дело, что условия для тренировок не всегда хорошие. Чтобы частично разгрузить ФОК в Карабулаке, здесь будет открыта школа бокса на базе нового образовательного учреждения. Мы сегодня нашли возможность и понимание нашли в первую очередь в лице Минобразования, директора этой школы, исполняющего обязанности. И, естественно, было поручение главы республики найти помещение под боксерский зал. И на сегодняшний день вот это помещение позволит уже как-то, они находились в ситуационных обстоятельствах, позволит уже повышать эти результаты, мастерство свое наращивать. Преподавать в школе будет небезызвестный в ингушском и российском боксе Башир Евлоев, воспитавший таких чемпионов, как Ислам Тимурзиев, Иса Чиниев, Магомед Илиев и не только. В новой школе упор будут делать на развитие всех навыков боксеров, делится Башир. Начиная от новичков и заканчивая профессионалами, каждому будет чему подучиться у опытного тренера. Самое главное – это желание работать. Здесь будет дневное время, здесь будут детишки заниматься. Школьные дети, которые здесь учатся. А свободное время, вот когда уже школа закроется, после 3 часов, вечернее время, здесь будут заниматься несколько перспективных ребят. Помимо школы бокса, здесь будут еще открыты различные кружки, как спортивного, так и культурного направления. Для детей очень важно развиваться всесторонне. Мы рады, то, что нам и ФОК выделил и специалиста. Будет оборудование, планируется оборудовать это помещение, и здесь будут идти занятия. Ну и помимо спортивных кружков, здесь будет очень большое разнообразие и других кружков, поэтому это будет и от Центра технического творчества Карабулака, это будут и шахматы, это будет и хореографический кружок. И я думаю, что родители и учащиеся будут рады такому подарку. Желание работать у ребят есть, а если будут условия, то они и горы свернут на пути к заветной цели. Тамерлан Хамхоев, Рамзан Миржоев, Новости 24. В Ингушетию приехал магазин «Снежка» с выставкой меховых изделий. Шубы, меховые жилетки, полушубки для модниц нашего региона магазину есть что предложить. А самое главное, «Снежка» предлагает покупку меховых изделий в рассрочку. Мария Мистоева расскажет подробнее. Шуба с давних времен считается признаком достатка, а красивая шуба еще и говорит о безупречном вкусе ее обладательницы. Даже самая привередливая покупательница на выставке меховых изделий фабрики «Снежка» найдет шубу по душе, которая поднимет самооценку любой женщины и согреет даже в самые крепкие морозы. Каждое изделие вы можете у нас взять в рассрочку на 3 года без первоначального взноса и без каких-либо переплат. На каждой шубке у нас имеется индивидуальный чип. По этому чипу каждый покупатель может проверить всю историю шубки, что она действительно произведена в России. Также на каждое изделие у нас имеются сертификаты и гарантия. А самое главное, магазин предлагает как выгодные условия покупки, так и различные акции. Например, покупательниц здесь ждет весьма приятный подарок.
Также мы хотим сказать нашим покупателям, при покупке шубки жилеточка идет в подарок. Новость о возможности покупки шубки в рассрочку привлекает все больше покупательниц, причем большинство из них пришли за покупками повторно, а все благодаря качественному обслуживанию, консультированию и большому выбору. Померила полушубок, мне он понравился, меха хорошие, люди отзывчивые, продавцы очень хорошие тут, поэтому, конечно, и если учесть, что они идут навстречу населению, потому что не у всех есть деньги, кто-то может в рассрочку взять шубу для себя, так что мне лично нравится продукция. Выставка расположилась в зале на первом этаже Дворца культуры в Назране. Свой ассортимент норковых шуб высокого качества магазин будет предоставлять до 26 января. Ежедневно с 9 утра и до 19 часов вечера. В Снежке вас ждет большой выбор роскошных шуб на любой вкус. Мария Мистоева, Сурхо Кусиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.